день, який дав нам Пан, який дав нам Пан. Uzradujemся, Iisus cieszyся im, Iisus cieszyся im. To jest dzień, jaki dał nam Pan. Uzradujemся, Iisus cieszyся im. To jest dzień, jaki dał nam Pan. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Костел сегодня переживает урочистость у него взятия Najświętейшей Анны Марии. Про ее заступництво будем просить Пана Бога, как так само небо отчинилось перед нами, где уже есть место, пише Иисус Христос, для каждого из нас приготовленное, как мы хотели туда войти, а лишь хочем, это залежит от нас. Святую душу спробую за братьям, просить для живых Божьего благословения и потребных ласков, для мирных рады жития вечного. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту Najświętейшую охрану. Spowiadamy Bogu Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Najświętейшую, за все и Панну Марию, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłujется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, zmiłuj над нами. Пане, zmiłuйся над нами. Христе, zmiłuj над нами. Христе, zmiłuйся над нами. Пане, zmiłuj над нами. Пане, zmiłuйся над нами. Хвала на вершинах Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владарю Небесный, Боже Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grachy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grachy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwalę Boga Ojca. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты узял небесную хвалу тела и душа бездоганной Панны Марии, Мати Твоего Сына. Просим Тебя, поможи нам за все выкнуться на небо, как мы разом с Ею могли отримать удел в вечном счастье. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владалицу едности Духа Святого, Бог празднуйся, веки вечные. Аминь. Читание книги Апокалипсиса святого апостола Иоанна. Очнилась святыня Бога в небе, и з'явился ковчег его заповедного у святыни Ахоны. И великий знак з'явился в небе. Женщина, опранутая у солнца и месяц,
под ступнями ног її. Над її головою венець з 12 зорок, и она была тяжарная, и кричала от болю, и покут породить. И з'явився другий знак у небе. Вось великий огненный смог, с 7 головами и 10 рогами, а над головой его 7 диадем. И хвост его сметает третину зорок небесных и кидает их на землю. И стал смог перед женщиною, яка повинна была народить, как вожерце дитя, як только народить. И народила она дитя мужинского полу, якое повинно было пасвить все народы железным жезлом. Дитё было забрано от ее до Бога и до Ионова трона, а женщина утекла в пустыню, где ей было подрихтовано место Бога. И почув я голос моцный, який сказал у небе: «Теперь настало избавление, и сила, и благодарение Бога нашего, и влада Христа Его». Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Королева стала, праворуч тебе. Королева стала, праворуч тебе. Королева стала, праворуч тебе, упригоженной золотом зафиру. Королева стала, праворуч тебе, упригоженной золотом зафиру. Королева стала, праворуч тебе. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Забудь народ свой и дом твоего отца. Король прагнет твоей пригожости, воин твой пан, поклонися ему. Королева стала, праворуч тебе. Полная славы выходит дочка короля, оденение вышито золотом. У вышитым одении ведут теле до короля. Царю дівчатися броки, увоходять до його. Королева стала, праворуч тебе. Ведут их с радостью и в захоплении, увоходят сены в королевский палац. Заместителем твоих будут твои сыны, ты установишь их владарами по всю земли. Королева стала, праворуч тебе. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, Христос воскрес з мертвих, перших серед тих, які заслали. Поскольку праз человека пришла смерть, так праз человека и воскрешение мертвых. Бо як у Адаме все помираете, так и у Христе все будут оживлены, кожний у свой час. Перший Христос, потім тия, хто належить Христосу, подчас прийстя Ягонного. Конец настане тады, коли Он передасть полагаться Богу, Яйцу. Ходи знишись у всякое панування і всяку владу і силу. Бо треба, каб Ён владарку, покуль не побавить всіх ворогов в одной своей. Як кожен ворог буде знищити
што ўсе папарадкаваны, хто відавочна за выключэннем таго, хто папарадкаваў яму ўсё. Гэта слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мария взята на небо, радуются хоры анёла. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Богу Луки. Собравшися, Мария у тыя дні паспяшала ў горную краіну, у горад Юды, і увайшла ў дом Захарыі і прывітала Эльжбету. Калі Эльжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва лоне яе, і напоўнілася Эльжбета Духом Святым. І усклікнула моцным голосам і сказала: «Благословленная ты між жанчынамі, и благословленный плод у лоня Твоего. Откуль мне это, что Матерь Пана моего пришла до меня? Бо коли голос привитания Твоего загучал в ушах моих, узварухнулася от радости дитятка во лоне моим, и счастливая тая, якая поверила, что сполнится сказано ей Паном. У тыя дни, сказала Мария, величая душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим Збавцы. Бо узглянул Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут все поколения, бо великая учинил мне всемогутный, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения в поколение над теми, кто Его боится. Показал моц своей правицы, рассеял их, кто пыхливый сердцем, скинул могутных с трону и узвысил покорных, добром голодных насытил, а богатых ни с чем отправил. Принял своего слугу Израиля, памятаючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. Это слово Пана. Отец сказал, а может докладно, эту Евангелию, которую я прочитал неоднократно в костеле тягом году мы читаем. Читаем подчас Адванту, читаем подчас звестования, читаем эту Евангелию, як той момент вельми важен. Может, знаем уже ее на память, а сегодня хочу нашу увагу свою и вашу звернуть на гимн, який Мария проспевала. Так званый Магнификат, гимн, который имеет свою назву. «Величая душа моя Пана», Мария говорит. А чему величая душа ее Пана? Правдоподобно тому, Мария говорит это слово, тому, что она поверила у тое, что той, который дал початок свету, что той, который дал початок життя, хочет утеловиться праз ее у тела человечее. Величая душа моя Пана, бо Мария говорит тому, что пророки шмат тысяч годов чекали на Створителя и Пана. Величая душа моя Пана. Нет, говорит Мария, величая душа моя мне, але душа моя Пана, бо Мария все справи, які у своєму житті бачить, завдячує Пану Богу. Эти словы, первые, величая душа моя Пана, есть относят нам до того, что отбылося колисти у
пачатку стварэння свету, што адбылося праз першых людзей, Адама і Евы, што гэты першы грэх непаслухмянасці, грэх таго, што Адам і Ева хацелі пазнаць добро і зло, як знае Бог, што хацелі быць роўнымі Богу. Марыя гэтымі словамі гаворыць: «Велічая душа моя Пана, у Пана я бачу таго, хто даў мне жыццё, хто чувае над усім сусветам і дае узрост. І узрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцы». А чым наша душа радуецца? Чым маем радасць з таго, што за хвіліну на гэтым алтары адбудзецца збаўленне свету уже якісьці мільярдны раз? Чи маем з гэтага зразумення, што Бог ізноў хоча прыйсці ў постаці хлеба, каб даць нам жыццё вечнае? Чи разумеем тое, што ў гэтым месце сходзіцца зямля і неба, што разам з намі тут моляцца мільярдаў анёлаў і праслаўляюць Пана Бога падчас гэтай нашай сумеснай малітвы эўхарыстычнай? Чи маем альбо верым у тое, што мы будзем выконваць за хвіліну найбольшы дар малітвы, які можа касцёл занесці? Такі вялікі дар, што нават нам гэтага дара могуць пазавідаваць анёлы ў небе. Бо мы будзем прымаць Ісуса Хрыста ў сваё сэрца. І з гэтага Марыя гаворыць: «І ўзрадаваўся дух мой у Богу, маім збаўцы», бо Марыі ўжо было дадзена пазнаць, кім будзе яе сын. І наведала, што ён здасць збаўленне свету, што ён дасць новую рэчаіснасць сучаснаму свету і адкрые неба, тое неба, якое было зачыненае пасля першага граху. І гэтыя словы Марыя гаворыць не толькі ў адносінах да сябе, але гэтыя словы «велічая душа моя Пана» Марыя гаворыць таксама ў адносінах да сваіх бацькоў, асабліва для Ганны і Яахіма. Памятаем гэтую ганьбу, якую перажыла Ганна і Яахім. Бо ў старым запавеце было так: хто не мае дзіця, той пракляты. Яахім прыходзіў і прадстаўляў Пану Богу свае просьбы, але Бог быў цярплівы і ласкавы і выслухаў слова Яахіма і малітву Ганны. І калі Ганна даведалася, што народзіць дзіця, што будзе мець патомка, сказала гэтыя словы: «Велічая душа моя Пана», Бог узглянуў на пакору сваёй спружніцы. Увесь гэты гімн, цэлы гэты магніфікат, які мы сёння прачыталі, з'яўляецца цалкам узяты з Старага Запавету, але не з аднаго месца, але з розных урыўкаў Старага Запавету. Калі адчынім і будзем чытаць, Марыя, калі гаворыць гэты гімн, а дакладна яна яго спявае, мае 12 або 14 гадоў. Трэба сказаць на пачатак тое, што дзяўчаты у тыя часы не былі кшталтаваныя рэлігійна. Вельмі добра зналі Святое Пісанне хлопцы, бо яны хадзілі ў школу, а дзяўчаты не былі для гэтага створаны. Марія не мела права знаць слово пісьма Святого Пісання, Старага Завета. Але Марія перадала Духа Святого, які ёй дазволіў спазнаць Божае Слово, тое, якое мы сёння слухаем і чытаем у сваіх дамах. Бо толькі дзякуючы Духу Святому мы можам зразумець, што хоча Бог ад нас у нашым жыцці. «Бо вялікая учыніў мне усемагутны». Бог узглянуў Бог на пакору сваёй слугі. Калі адчынім кнігу Быцця, 29 і 30 раздзел, і будзем чытаць, прачытаем пра айца Якуба, які будзе мець дзве жонкі. Першая Леа, другая Рахель. Якуб вельмі моцна Рахель любіў, спаневяраў Леі. Яна старалася, забегала аб сапраўдную любоў Якуба, але ёй гэта цяжка ішло. Яна вельмі часта была упакорана праз Рахель, якую Якуб больш кахаў. Але Леа, як тая, которая атрымала першага патомка. Не,
ад Рахеля, Якуб атрымаў, але ад Леі. І яна гэтага першага патомка, калі атрымала, называе Рубен. І гаворыць дакладныя гэтыя словы. Бо узглянуў Бог на пакору сваёй слугі. На пакору. Бо Лея у пакоры атрымала тое, на што выцерпела. Атрымала дар материнства, дар даць патомка свайму мужу як першае. Затым, калі нараджае другое дзіця, которого называе Ашер, гаворыць, бо цяпер благословлять мяне будуць усе сярод жанчынаў, бо збаўленне прыйшло праз мяне. Браты і сёстры, але таксама у гэтым урыўку Святого Пісання, калі будзем чытаць, трэба пачаць паверыць, што Лея і Рахель з'яўляюцца сёстрамі. Сёстры некаторыя борются и может ненавидеть один одного у сакральной любви. Але у Марии, Рахель и Лея у гэтым гімне разом твораць одну супольнасць, разом даюць тое, што сапраўды Бог дае. І калі мы будзем чытаць далей гэты гімн, мы пачуем: «Показал моц своей правицы, рассеял тых, кто похвилит сердцем». Бо Бог приходит до того, кто має покору. Бо тільки покорний чоловік може спознати по-сакральному Бога. Бо тільки покорний чоловік може прийняти збавлення. Бо тільки покорний чоловік може прийти і уклінчити перед найсвятейшим сакраментом і визнати у гэтым кавалку хлеба Бога і Створителя. Бо тільки покорний чоловік може бути тим, хто буде узвишений вище, чим нам видається. І узвисив покорних, добром голодних наситив, а багатих з нічим відправив. Узвисив покорних. Пам'ятаєте, гэты урывак Святого Писания, коли Иисус Христос оповедает приповедь, коли убачил, что приходит на веселье и занимаете разные места, и говорит: глядите, старайтесь, коли вы будете запрошены на веселье, занять апошнее место, бо коли займете першее место, то может хтось прийти важнейший, чем вы, и будете попрошены, как занять апошнее место. Тоді будете вельми моцно покорны. А коли приходите на веселье, занимайте апошнее место. Бо Господар добрый, який вас запросил, коли вас зауважить, попросить вас, как вы переселись выше. Тоді намного вы будете услышаны, чем сами себе услышите. И докладно Бог и Мария в сегодняшнем гимне про это говорят: «Величая душа моя Пана». Бог взглянул Бог на покору своей слухи, а добром голодных насытил, узвысил покорных, а богатых с ничем отправил, приняв своего слугу Израиля, пам'ятаючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. Величая душа моя Пана. А чи моя душа за что величая Пана? А может, наракая на то, что Бог нас украл в сегодняшний день подчас этой святой мши, еще одну годину нашего життя, нашего вибачинку, нашей праці, наших гульняв, або невідомо чого. Віру в єдиного Бога, Отця Всемогутнього. Створителя неба и земли, всего башенного и небашенного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по Писанию,
і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судіть живих і померлих, і яко володарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв раз пророков, віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрест для відпущення грехов, і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в лучшем світі. Амінь. У день, коли Костел радуется к хвале Небовзятельной Святейшей Анны Марии, праз ее заступництво скируем наши просьбы до Бога Отца Всемогутного. Молитесь за всіх дітей Костела, щоб їх оживляла надія споткання з Богородицею у Христовому володарстві. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молитесь за Святого Отця, щоб Марія, Мати Костела, випросила для його щодрої небесної дари. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молитесь за покликаних до Божої служби, щоб вони, усвідомляючи велич його покликання, вносили плен водних этого великого дару. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молитесь за детей, молодь, дорослых и состарелых, щоб вони пам'ятали про своє покликання до вічного щастя у небі. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Просим Бога, щоб Він поблагословив плен землі і працю людських рук на користь усього чоловічества. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молиться за нас, присутних на главі Святої Мші, щоб ми довірився заступництву нашої Небесної Матері. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Всемогутный, вечный Боже, Ты взял наисвятейшую Анну Марию с телом и душой на небо, прими наши молитвы и просви заступництва, одари нас своей лаской. Раз Христа, Пана нашего. Амінь. Христос родился, на вину плыли. Сам 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 Христос родился, Молитесь, как мою и вашу вяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всему Костелу Святому. Пане наш Боже, нехай узнесется на Тебя вяра нашей отданости, раз заступництвом Невозятой Анны Марии, запали в наших сердцах огонь любови, как мы завсёды имкнулись на Тебе, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Говору серцеві. Узносимо на Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Вона верна і справедлива. За правди годного
Ciebie wsiądy Tobie składali podzięku. Panie święty Ojcze, wszechmogący wieczny Boża, przez Chrysta Pana naszego. U ten dzień Ty wziął na nieba Maciej Twojego Syna. Jana stała początkami w obrazem Kościoła uchwalony, a dla Bożego ludu krynica już ucieszenia i nadziei na jako zjawny szlachu. Bo ma Twojej woli była zachowana nietlenna i Pana, a jakoj cudownym czynem przyjął ciała i narodился Twój Syn, dał Ci wszelaka życia. Тому razem z chorami aniołów my прославляем Ciebie z radością sklikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана, Осанна на вышинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыліца всялякай святасці. Таму ў еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос, паслаў на апостола Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Tajemnica wiery. Świeckają, Panie Jezu, wyznają Twoje woskresenie i czekają Twojego przyjścia chwały. Wspominając śmierć z mrtwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный во всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Казимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці пішов з этого світу, и дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłuйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, со святым архангелом Михаилом, ангелами и всеми святыми, які справедливо подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Jezusa Chrysta.
Христос, Христові у Христе, Тобі, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, разу Тебя, вечный. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да помажи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные до села конец покою, czekali исполнения счастливой надеи и прийścia Zbawcy нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój dаю вам. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, i kiż wierzy władary na wieki wieczne, supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Богу Божий, яки есть на себе, грехи свету, Змилуйся над нами, Баранку Божий, яки горешь на себе, грехи свету, змилуйся над нами, Баранку Божий, яки горешь на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Bądź baranek Boży, bądź той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony i poklиканный na wieczerę Bożą. Panie, ja nie warty, как Ty uchwalisz odrenie, ale скажи только słowa И будет оздоровлена душа моя.
Зараз біжить зустріч мені, обминає гори реки, как у гостей Христі. Хоча накормить нас хлебом, дай себе нас привести. Зараз вяжиться всустречь мне. Пан мой идет, зараз вяжиться всустречь мне. Обминає гори реки, как у Господи Христі. Хоча накормить нас хлебом, дай себе нас привести. Пан мой іде, зараз біжиться всустріч мені. Пан мой іде, зараз біжиться всустріч мені. Святые мои, рада избавления мне открыл, славляя их вас, будь прославленный Боже наш, столько речи не смогу. Как показать любовь мою, волю твою завжди приймать, и сердца чистым заховать. Молимся. Милосердный Боже, мы с радостью приняли наисвятейший сакрамент, який дает избавление. Просим Тебя, века, про заступничество Наисвятейшей Анны Марии, у неба взятой, мы могли досягнуть хвалы воскрешения, раз Христа Пана нашего. Аминь. Объявки пасторские. В пятницу вспомин святого Бернарда, аббата и доктора Костела, в субботу вспомин святого Пия X Папу. Адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем сакраменте в интенции нашей родимой будет отбываться наступным чином. У понеделок, во второк, у субботу, у неделю с 14 до 19 годин. Іншие дни с 14 до 21. Звертаемся с просьбой записываться на дежурство у субботу, как наша дежурная имела день отпочинку. Каждый из вас записывается на одну субботу, поэтому запишите на 5 уберу. Было бы классно. Але не буду вас примушать. Чем примушает братья. Наша парафія бере уділ в огульно-святовій молитві з нагоди 20-годдя акту віддання світу Божої милосердності, який відбувся у Лагівниках у Кракові святим Папом Римським Яном Павлом II у 2002 році 17 жнивня. Ми отримали таке запрошення, я його читати не буду. Я вже вислав відповідні інформації відносно нашої парафії. Ми будемо представляти целый наш континент, белорусскую страну, наша парафия будет представлять в этой святовой, огульно-святовой молитве. Можно само открытие и початок этой молитвы, которая будет приготовлена до 20 года, глядеть на сторонце за тыдзень у 16:20 нашего часу на сторонце Ютуба, докладно на сторонце Милосердия
Милосердие.pl, коли напишем, там будет канал YouTube, и там будет трансмитироваться святая мша, якую узначалить арцебискуп Марek Jędryszewski, митрополита Краковский, города Кракова. Так что мы так само в такой молитве будем брать удел, и поэтому тому нашей каплицы каждую неделю, яка буде припадать после 17 числа кожного месяца у 10 годин от вересня до липеня, а так само у кожную третью пятницу месяца после святой мши у 19:00 будем молиться набоженством с актом охвярования каждого из нас и всего свету Божьей милосердности, захвачую да уділу у гэтым прыгожым набажэнстве, каб сапраўды мы былі з'яднаныя Божьей милосердностью, каб эта милосердность была ровна так само в наших семьях. Так само на гэтым тыдні припадае 19 жніўня. Почему 19 жніўня? Бо каждый месяц 19 числа мы переживаем день, посвященный святому Юзефу, мы живем в годе святого Юзефа. И можем в этот день отмовить свидания, принять святую коммунию и охвяровать отпуст, полный отпуст, который можем узыскать за кого-нибудь из наших близких, помиловать одного, альбо за самого себе. Але так само каждую середу можем такие самые отпусты отримать, захочу, как так само наши близкие помиловые потребуют нашей молитвы и чекают, когда мы им допоможем у дороге з чистью до неба. Дякую за охвярование на будову, за супольную и индивидуальную молитву, за спев яправу литургичную, за прибирание каплицы, территорию, на которой я, и тем, кто дежурил. А так само еще одно, у этой авторах святая мша складковая, которая у нас отправляется, она будет отправлена у Гатове, а ликареласской интенции. Можно записывать, или будете так прочитано еще раз перед святой мшою, а с тем подчас и будем молиться в этих интенциях, подчас набоженства, которое будет до святого Архангела Михаила. Помолимся за тех, кто на этом тыдні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей. Помолимся за Дарину и Арину, и их батьков, их родственников, народу росту. Помолимся за добродеев и ахверодавцев нашей парафии, а так само обновить добродея будовництва санктуария Божьей милосердности. И за нас наручаете Божьего особку, Отец Мати Божией Роженцовой, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погашай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас воевай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. А теперь отбудется благословление зелок, коли кто-нибудь принес кветок, плодов розных, з нагоды того, что мы сегодня святкуем день небоузятия Святейшей Панны Марии. Мы с удячностью принесли у Дому Божий плоды нашей працы у поле, на огороде и в саде, кветки и зелки, как про заступность подать Святейшей Богородице представить Богу. Пане наш Боже, Ты усим своим створением даешь ежу и загадываешь расти плодам, кветкам, траве и сбожу, как яны служили спожитком и леком для людей и животных. У Тебе, Пане, крыльца життя, дякуем Тебе. Дякуючи Тебе, все зеленее, цветей приносит плен в отповедный час. Просим Тебе, благослови принесенные Тебе плоды этого года, сбожа, садовину, городнину, зелки и клетки, как они служили здоровью людей и живем. Одарим всех ласкою, кто их сеял, садил, выращивал, збирал, а так само тех, кто будет споживать. Научи нас с удячностью делиться отрыманными от Тебе дарами, а коли будем отходить с этого свету, нехай нас, якие будем нести богатый плен своих добрых учинков, приведи до Тебе Наисвятейшая Панна Мария, самый доскональный плод земли, как мы стали удельниками Твоей вечной хвалы, и Ты живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь.
Величая душа моя Пана, що ви прийшли задівчати юшу. Нехай так станеться добре, що ви ось приходите лічитися з Паном Богом. Нехай такий Бог віддячить вам за все добро, яке ви чините для своїх близьких, для всієї супольності, а так само для всього супольного, єдиного костюма, який є в усім світі. Прийміть Божие благословение, нехай це благословение допоможе вам у ваших тяжкостях, і підтримує вас, і дає вам надію на життя вічне. Пан з вами. И с духом твоим. Покрийте голови на благословение. Бог, який збавив світ про своєго Сина, народженого з Панни Марії, нехай одобрить вас своїм благословенням. Аминь. Нехай вас завсёды отгульває своєю опікою Панна Марія, яка народила на Отцу життя. Аминь. Усіх вас, які собралися тут, кому в цей день надать їй пошану, нехай Бог одориться правдою радостю і вічним щастям. Аминь. Благословення всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется на завсёды. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастора Свого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас убудушнують по світі. Амінь. Святий Боже, Святий Господи, святий несмертний, змилуйся над нами. святий Боже, святий Господи, святий несмертний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Господи, святий несмертний, змилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы, храни нас, Боже, от греховной и несподеланной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. Гори
святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса